Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Как пережил пандемию ресторанный бизнес? Как идет восстановление? Изменились ли предпочтения посетителей? И как после кризиса могут быть переформатированы рестораны и кафе? Об этом мы сегодня спросим у ресторатора Александра Скрипина. Александр, здравствуйте. Да, добрый день. Ну, в самом начале пандемии, я помню, вы говорили о том, что коронавирус пока никак не повлиял на ресторанный бизнес в Якутии и надеялись на то, что он серьезного удара не получит. В итоге, что все-таки испытали рестораны и кафе и что сейчас происходит в этой сфере? Ну, испытали полнейший шок. Такое в истории, я думаю, что современного человечества это было впервые. И никто не ожидал, что это затянется так долго, и так это будет все тяжело. То есть поначалу просто никто не ожидал, а получилось то, что получилось. Ну, если говорить о посещаемости, то по сравнению с допандемийным периодом, как обстоит ситуация? Больше стало посетителей или все-таки меньше? Ну, сейчас существует требование Роспотребнадзора, это 2 метра между столиками, да, и это как минимум столиков стало в два раза меньше, соответственно, в 2 раза меньше стало посетителей, то есть это факт. Ну а есть ли какие-то цифры, сколько ресторанов закрылось в период пандемии и больше уже не вернется на рынок? Если брать цифры по нашей республике, по городу Якутску, то это 16%. То есть 16% кафе, кофеин, других форматов, развлекательных центров ушли с этого рынка и больше не вернутся. Ну вот те послабления ограничительных мер, когда было дано разрешение работать летним верандам и кафе, стала ли эта мера спасением для общепита? Да, это стало большой палочкой-выручалочкой для тех заведений, где есть летнее кафе. Но надо учитывать еще и специфику Якутии, Якутска. У нас крайне мало летних террас, летних веранд. Их можно по пальцам пересчитать. И поэтому таких счастливчиков, у кого были летние веранды, правильные, хорошие, их там на самом-то деле очень мало. И поэтому, к сожалению, это не всех коснулось. Ну а можно ли говорить о том, что появились какие-то новые форматы работы в связи со сложившимися ситуацией с коронавирусом? Ну, конечно, в первую очередь идет речь о доставке. Когда пошли эти ограничения, когда закрылись все рестораны, все ринулись в доставку. Как бы и понятно, да, что и доставка была там и бесконтактная, и все остальное, но нельзя сравнивать, допустим, доставку пиццы, которая ассоциируется с доставкой там суши, и бургеров, и наша специфика нашего региона, Дальнего Востока, это, конечно, корейская, китайская еда, с такими вещами, которые на доставке просто-напросто теряют всю свою сущность, всю свою прелесть. Это там стейки различные, какие-то сложные приготовленные блюда, салаты. И поэтому на коне остались именно те компании, для которых доставка была и первоначальным бизнесом. А остальные проще было закрыться и даже не выходить на доставку, потому что только одни убытки, они больше ничего не получили. Но вот в период пандемии со стороны государства была оказана помощь предпринимателям в виде освобождения от налогов, различных субсидий, и прочие инструменты вроде работали. Воспользовались ли ими предприниматели в сфере именно ресторанного бизнеса? Да, по поводу господдержки от федералов, от региональщиков было довольно-таки приличное количество субсидий, других каких-то поблажек. Но воспользовалось, к сожалению, этим, да, не более 30, максимум с натяжкой 35% из компаний сферы общественного питания. Это и субсидии 12 130 рублей на одного сотрудника. Потому что требования, которые предъявлялись к этим компаниям, они были такие сложно трудновыполнимые, и поэтому воспользовались всего 30-35% всех компаний в сфере хорики. Ну, давайте вернемся к посетителям. Они все-таки вернулись в рестораны. Можно ли говорить о том, что за время пандемии предпочтения посетителей изменились или заказывают все как обычно?
Ну, во-первых, однозначно уменьшился средний чек. При том, при всем, что мы, когда говорим о рынках Хорики в Москве, допустим, и Новосибирске, и Якутске, конечно, они все разные, да, но тенденция есть однозначно, это снижение среднего чека, потому что, рестораны – это люди, а мы все живем в одном месте, в одном государстве, в одной стране. И поэтому пандемия затронула все сферы жизни и всех людей. И просто-напросто, когда нет денег, а посещение ресторанов – это точно стоит на первом месте, и тем более сейчас уже осень. Поэтому средний чек снизился, и это очевидно, это видно. Ну, расскажите, а как соблюдаются меры безопасности? Всеми ли ресторанами они соблюдаются? И как часто проверяющие органы наведываются в организации общественного питания? Во-первых, здесь те требования Роспотребнадзора, говорить о том, плохие они или хорошие, да, как бы глупо, потому что они есть. И те рестораторы, которые я бы назвал умными и правильными, конечно, они соблюдают эти требования, потому что, так легче жить. Повторяю, я не собираюсь их обсуждать, эти требования, они есть. Это и бесконтактный термометр, и санитайзеры, маски, перчатки, это все есть. И то, что вижу я, они соблюдаются прям на 100%. Я не могу говорить за всех рестораторов Якутии, да, но, по крайней мере, те компании, которые я вижу, наблюдаю, вот там душа радуется. В некоторых местах даже ощущение, что чересчур. Но пусть будет так, потому что есть опасность у людей, у гостей о том, что типа рестораны – это какие-то рассадники заразы. И поэтому лучше успокоить людей, показать им безопасность, и поэтому лучше показать в 2 раза больше вот эти все требования выполнять, чем так спокойнее и рестораторам, и гостям. Ну да, действительно, лучше перебдеть, чем недобдеть. Но если говорить о требованиях, то согласен. какие из них самые жесткие и трудновыполнимые? Дело в том, что они казались жесткими в самом начале. А сейчас это уже стало обыденностью, и уже вопрос жестко, не жестко, это вообще, в принципе, вопрос-то уже не стоит. Когда люди в жару, в 30 градусов, на летних верандах, наши линейщики, в смысле официанты, работали в перчатках и не снимали эти перчатки там долго, то во что превращались их руки, надо полагать. То есть, это было довольно-таки, это было жестко для наших линейщиков. Сейчас это стало уже это уже стало на автомате. Человек пришел, измерили температуру, санитайзером опрыскали руки, человек сел, на столике стоит санитайзер, и все остальное. То есть это уже стало обыденностью. И надо полагать, что, как я уже говорил когда-то о том, что есть время до пандемии и после пандемии. Мир изменился, изменились мы, требования изменились. И то, что раньше казалось дикостью и как-то непривычностью, то сейчас это станет обыденностью. Я думаю, что это останется надолго. То есть речь не идет о том, что через месяц все закроется. Это долгая история, и она станет нашей обычной жизнью. Все требования. Понятно и очевидно, что сейчас нужно активно возвращать посетителя. Все ли средства для этого хороши? Насколько я помню, были попытки использовать и стриптизеров, девушек в национальных одеждах, доставку еды на коптерах, многое другое. Какие еще идеи приходят в голову и стоит ли такая игра свеч? Смотрите, если мы говорим о маркетинге, о продвижении, о рекламе, то идет же полнейший вал этой рекламы, да, и люди перестают обращать внимание. И поэтому некоторые компании начинают изобретать то, что необычно, что привлекает внимание, и почему бы нет. Как минимум это вызывает улыбку, и это ведет к тому, что тебя запоминают. Почему бы и нет, я считаю, это нормально. Обычная реклама, она прям вызывает негатив в человеке. И поэтому надо искать другие пути, более интересные, необычные, которые вызывают другие совершенно эмоции. Это так. А если говорить о прогнозах, то, на ваш взгляд, как изменится ресторанный бизнес после пандемии?
Увы, но сейчас давать какие-то прогнозы неблагодарное дело. Потому что когда только начиналось, мы делали одни прогнозы, вторые, третьи. К сожалению, жизнь может так показать, да, что все наши прогнозы пойдут в тартарары. То есть, да, к примеру, мы думали, что когда пошла пандемия, все рестораны закрылись, у нас была мысль у рестораторов, что вот сейчас рынок труда станет интересным, да, что можно выбирать сотрудников там, из лучших. А как показала жизнь, многие сотрудники, уйдя из закрывшихся ресторанов, пошли в ритейл. И обратно не пришли, потому что, как оказалось, что сфера хорики, рестораны и сервис – это оказался опасный бизнес. И люди уже боятся этого. То есть были планы одни прогнозы, а получилось другое. Поэтому здесь сложно о чем-то прогнозировать, потому что меняется все буквально на наших глазах. И, к сожалению, это не наша прихоть. От нас такие вещи не зависят. Мировая тенденция, распоряжения и какие-то акты, которые федералов, региональщиков, они полностью могут перечеркнуть все наши планы и прогнозы. Поэтому сейчас давать какие-то прогнозы вот реально неблагодарное дело. Но все равно хочется надеяться, что дальше будет, по крайней мере, не хуже, чем было. Александр, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я желаю вам всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Как переживает пандемию ресторанный бизнес и как он сейчас восстанавливается. Мы об этом говорили сегодня с ресторатором Александром Скрипиным. До встречи в эфире.